Здравствуйте, в эфире «7 дней», в студии Тимур Бекморзин. Смотрите в этом выпуске. Несокрушимый Семен Коновалов. Вот фильм же сняли про него недавно. Как сохранить память о герое не только в кинолентах? При царе или коммунизме? Куда я 80 лет поеду? Куда вот я свои шмотки эти держу? Аварийный дом с загадочной историей. Просят экономического убежища. В Татарии вообще нет никаких шансов получить какой-то грант. Вернутся ли бизнес-мигранты на родину? Сегодня позволю себе нарушить традиционный формат нашей программы. Сегодня будет все, чего вы ждете. И расследование, и история дома-призрака, и почему бизнес мигрирует к соседям. Но начну я с необычной темы. О ней знают все благодаря масштабной рекламной кампании, но на деле не знают и десятой доли. Признаюсь, не знали и мы. Сейчас я играю в популярную компьютерную игру World of Tanks или Мир танков. Нелегко неопытному. Особенно популярна она у мальчишек-школьников. Спросите, почему ведущий информационно-аналитической программы вдруг заигрался прямо в студии? А потому что именно с этой игры и началась история нашего репортажа. Знаете ли вы, что в этой игре особым престижем пользуется танк Клим-Ворошилов-1 или коротко КВ-1? Именно на нем совершил свой подвиг Семен Коновалов. Но сколько из вас сейчас скажут: да, я знаю его или о нем, а ведь это герой Советского Союза, наш с вами земляк. Несколько десятилетий назад писали: из истории подвига советского танкиста Семена Коновалова вышел бы отличный сюжет фильма о супергерое. Он сражался в одиночку с огромными силами противника, боролся до последнего снаряда, был признан погибшим, оплакан друзьями и родными, получил посмертную награду и вернулся домой живым. И вот история его подвига экранизирована. Фильм «Несокрушимый» вышел в прокат. Татарстанские и федеральные СМИ анонсировали выход фильма. Но о том, что наш главный герой, наш, свой, татарстанский, не знает практически никто. Кроме тех самых мальчишек, что первыми побежали смотреть фильм, узнав своего легендарного танкиста благодаря увлечению компьютерной игрой. Елена Горбунчикова о несокрушимом Семене Коновалове. Казань, Царицыно, частный сектор. Небольшая улочка прямо при въезде в поселок. Еще 15 лет назад вторая Владимирская, теперь имени Семена Коновалова. Из 5 жителей Царицына, что мы опросили, лишь один знает, в честь кого названа улица. Чье имя носит ваша улица? Коновалова. А кто он такой? Ой, не знаю. Без понятия. Военный какой-то, но точно не могу сказать. Герой Советского Союза. Воевал. Вот фильм же сняли про него недавно. А я до этого тоже знал. Пятиклассники из 70-й Казанской школы точно знают, кто такой Семен Коновалов. Как отмечают менеджеры кинотеатров, на фильм «Несокрушимый» в Казани в основном приходят школьники. И вовсе не потому, что сейчас каникулы. Коновалов – это советский танкист АС. Он в героическом бою подбил 14 танков. Это герой Советского Союза. В Казани жил. Танкист, который сражался на КВ-1. Капитан Коновалов, командир «восьмерки». Это в фильме командир экипажа танка КВ-1 Семен Коновалов, умудренный опытом офицер. Его роль играет 45-летний актер Андрей Чернышов. А самому лейтенанту Коновалову был всего 21 год, когда в Литве в июне 41-го он принял первый бой с немецкими захватчиками. Точнее, 20 лет. 1 год он приписал в документах, чтобы пойти в армию. После госпиталя он попал на юг, под Ростов, в 15-ю танковую бригаду 9-й армии Юго-Восточного фронта. 13 июля 1942 года после поломки в бою экипаж был вынужден самостоятельно ремонтировать свой танк. Устранив неполадки, экипаж КВ должен был догнать свою часть, но по дороге им попался танковый батальон вермахта. Заняв выгодную позицию, лейтенант Коновалов принял решение вступить в неравный бой, сходу подбив 4 вражеских танка. Нас идет вскрыть.
Ну что ж, милости просим. Бой экипажа Коновалова с танковой армадой противника развенчал устоявшийся миф о небоеспособности танков Красной Армии в первые годы войны. На тот момент КВ Клим Ворошилов был лучше фашистских панцирей, скажут современные мальчишки. И те танки все-таки вернулись в количестве 55 штук. Снова пошли в наступление, и подбито было еще 6 вражеских танков, 1 бронемашина и 8 автомашин с солдатами, как пишут здесь, в наградном. Но немцам удалось все-таки подтащить пушку 105-миллиметровую из 70 метров практически, да, подбить наш вот этот КВ, поджечь его. За этот бой лейтенант Коновалов получил звание Героя Советского Союза посмертно. Копия наградного листа хранится в Музее Великой Отечественной войны. О том, что командир танка погиб, рассказали именно разведчики, обнаружив обгоревший КВ на поле брани. Они не знали, что молодой лейтенант и еще 2 бойца выжили и, захватив немецкий танк, вернулись к своим. В Татарстан, в село Ямбулатово, поспешили отправить похоронку. Так что, когда Семен оказался на пороге отчего дома, получив короткий отпуск, мать не поверила, что ее сын живой. Теперь, спустя 75 лет после этих событий, трудно признать живым уже дом семьи Коноваловых. Это единственный пустующий дом на улице, что в чувашском Ямбулатово носит имя легендарного земляка. Общественники Верхнеуслонского района мечтают его выкупить и открыть музей. Смотреть некому. Я тоже очень не успеваю. Вы его продаете? Сколько стоит? Сколько в документах написано. А сколько в документах? Сколько там? 200 с чем-то, что ли? 200 тысяч? Ведь удалось же в Варском районе в селе Старый Кишит благодаря помощи спонсора открыть музейный комплекс памяти Героя Советского Союза Ганиса Фиулина и жителей села, погибших в годы Великой Отечественной войны. Здесь проводят уроки мужества будущим призывникам, отсюда новобранцы уходят в армию. Ну, хоть здесь останется. В селе Ямбулатово нет музея, лишь небольшой стенд в местной библиотеке. Самое ценное здесь – это подлинные фотографии, которые чудом удалось спасти во время пожара в доме сестры Семена Коновалова. Пожелтевшие от времени снимки, в них вся жизнь героя. Рассказ о том, как ямбулатовский почтальон стал офицером-танкистом, совершил подвиг, дошел до Берлина, а после войны, отслужив еще с десяток лет в армии, ушел в запас и работал в Казани на заводе ИВМ. И музей должен быть в память о нем. Он заработал их. Вопрос упирается в деньги. Но очень обидно, что чиновники не понимают вот этого и не хотят этого понять, что память, она бесценна. Она деньгами не измеряется. Память измеряется сердцем и нашими добрыми делами. За годы войны с фашизмом звания Героя Советского Союза были удостоены 185 уроженцев Татарстана, 166 жителей республики. Еще более 200 человек были представлены к званию, но не получили награду. Подвиг каждого из них достоин экранизации. Но о том, что Семен Коновалов из Татарстана в фильме «Несокрушимый» ни слова. Возможно, таковым был замысел режиссера. Коновалов – это собирательный образ народа-победителя. А вот казанские мальчишки, играя в компьютерные игрушки, пошли в кино ради Коновалова, героя, который когда-то жил в их городе. Теперь важно, чтобы память о легендарном танкисте была сохранена не только на кинопленке и в компьютерных играх. Елена Горбунчикова, Роман Безменов, 7 дней. Семен Коновалов – это собирательный образ солдата-победителя или это история личности, что навсегда вошла в историю народа-победителя? Эксклюзивное интервью в программе «7 дней» дал исполнитель главной роли в фильме «Несокрушимый» Андрей Чернышов. Потому что случай, конечно, уникальный. Когда человек, один танковый экипаж принял бой, во-первых. Во-первых, они не испугались. Когда идет, там сколько, 20 или около 70, я не помню, танков немецких, они могли спокойно покинуть машину и сбежать. Так вот, они приняли бой, во-первых. Во-вторых, они подбили 16 немецких танков, 8 там единиц бронетехники, еще там что-то. Потом они захватили немецкий танк. А кто их просил вообще? Они могли все и так уже сделали, вот так. Нет, они пошли, уничтожили экипаж, захватили немецкий танк, еще несколько месяцев там на нем воевали. Ну, как этим не восхититься и не рассказать? Но задумываешься о том, что, наверное, все-таки сколько еще таких случаев было, потому что все люди тогда были одержимы одной идеей, одной целью, одной задачей. Задача была вот передать вот это наше ощущение, как люди становились героями, почему и вообще, что такое война.
Мы знаем старые фильмы, великие наши старые фильмы. Надо попытаться найти для сегодняшнего зрителя, сегодняшним кинематографистам вот эту новую тональность. Продолжу программу вновь фильмом, но на этот раз загадочной историей Бенджамина Баттона. Помните сюжет оскароносного фильма? Как младенец, родившийся стариком, молодел с каждым годом. Не менее загадочная история происходит совсем рядом с нами, в Рыбно-Слободском районе. Герой этого фильма – дом номер 18 по улице Заводской в селе Шумбут. Жители села утверждают, что дому 281 год. В исполкоме района говорят 195 лет. А по государственному реестру зданию всего 70 лет. Молодеет из года в год. Похоже, по этой причине все улучшающегося состояния дома его не сносят. А ведь признавали аварийным и подлежащим сносу еще 9 лет назад. Но ведь нет, стоит. Вечно у нас в России стоит не то, что нужно. Приходит на ум цитата Виктора Черномырдина. Он ушел из жизни ровно 8 лет назад. Как выяснила наша съемочная группа, это не единственный такой дом в районе. Скажем так, статус вполне себе пригодный для жилья появился еще в ряде домов-бараков в самом райцентре. Судя по реакции исполкома Рыбно-Слободского района, для них это стало настоящим открытием. Так при царе строили или при коммунизме? И при каком строе жильцы обретут нормальный, безопасный дом? Репортаж Сергея Темлякова. На этом доме висела табличка 1737 года, но ее замуровали. Замуровали демоны. Не при Иване Васильевиче, а при Анне Иоанновне был построен этот дом, говорит жительница села. Тайну раскрывает, а лицо просит не показывать. 1832 года постройки. В исполкоме Рыбно-Слободского района другая информация. Дом оказывается моложе на 95 лет. Выходит, строили при Николае Первом. В данном квартирном доме порядка 70 лет. Такая информация значится в реестре Государственной информационной системы ЖКХ. Значит, строили при Иосифе Сталине. И вот в этом молодеющем на глазах доме, по которому можно изучать исторические вехи государства российского, и кипят нешуточные страсти. Вот гниль, вот матка сгнил, вон они какие потолки, просто гниль. А говорят, вот даже вот взять с соседями, говорят, ну надо делать ремонт. Как здесь сделать ремонт? Дмитрий Котельников забрал мать к себе. Как женщине жить в квартире номер 2 при таких условиях? Около месяца назад рухнул потолок. Сначала в ванной, затем и на кухне. Из-за ЧП отключили газ. В квартире температура как на улице. Вот поставили заглушку, газовый котел демонтировали. Дмитрий вспоминает, бабушка рассказывала, как девочкой она приглядывала в этом доме за малышами. Этот дом и еще 2 здания, где сейчас расположен детский сад, клуб, сельская библиотека, вот они на карте, а также церковь. Строил еще в царское время один знатный человек, заверяет нас Дмитрий. Здесь я живу, да. Моя семья из 5 человек. Алмаз Мефтеев – сосед матери Дмитрия. Он живет здесь с 5 лет, как родителям дали квартиру. И переезжать никуда не собирается. За состоянием квартиры следит. И крышу перестелил, и окна поменял. Я считаю, что этот дом не аварийный. Я считаю, что соседи просто приглядели крышу, дымоход и все. Вовремя они там не залатали дыру. Почему-то именно с той стороны все сгнившее. А тут все сухо. Полдесятого пила, вон сколько-то у меня написано таблеток. Вот. Любовь Ардашева после приезда районной комиссии не расстается с тонометром и таблетками. Сторожил дома жилец первой квартиры. Несмотря на трещины на потолке, съезжать тоже не хочет. Не готово. Куда я 80 лет поеду? Куда вот я свои шмотки эти держу? Вот, ну сами вот скажите. А вот протокол проведенного на днях собрания. В доме 8 квартир. Собственники 2-й и 3-й квартиры просят признать дом аварийным. Хозяева еще 5 квартир хотят, чтобы в доме сделали капитальный ремонт. На первый взгляд, обычная ситуация, когда среди соседей единства и согласия нет. Если бы не одно «но». Вот распоряжение исполкома района от 26 декабря 2009 года и приложение «Перечень домов, подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации». На 17-й позиции молодеющий на глазах дом, село Шумбут, улица Заводская, 18. Подпись исполняющий обязанности руководителя исполкома Галимов. В 2012 году жители этого дома должны были быть расселены, и дом должен быть снесен. Но по какой-то причине
комиссии дом исключен из статуса аварийного. А вот постановление от 15 января 2015 года. Дом номер 18 по улице Заводской исключен из перечня аварийных и подлежащих сносу. Постановление подписал уже другой исполняющий обязанности руководитель исполкома Хабибулин. Общероссийский народный фронт направил соответствующий запрос, обращение в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. По информации министерства, данный дом не подлежит включению в программу капитального ремонта. Если дом признан аварийным, собственники перестают оплачивать капитальный ремонт, отмечает исполнительный директор Центра общественного контроля в сфере ЖКХ. На счете нет средств, поэтому и в программу капитального ремонта включить нельзя. Дмитрий Романов говорит, что ситуация с домом номер 18 – это нонсенс для Татарстана, да и для России. Но если они его приняли аварийным, он обратно по какой причине-то опять стал нормальным? То есть это здесь непонятно. Либо ошибочно был признан аварийным, чтобы опять его сделать в ремонт. И это, я думаю, сделано с той целью, потому что нет денежных средств на то, чтобы переселить граждан из данного аварийного дома в новый дом. Признать аварийным жильем мы не имеем права. Для этого требуется заключение экспертизы. А вот вся абсурдная ситуация. Чтобы принять решение, в исполкоме района просят самих жителей сделать экспертизу. А это около 150 тысяч рублей. Интересуемся. Существует распоряжение 2009 года, где прописано, что дом подлежит сносу. Значит, экспертиза уже есть. Наш собеседник очень удивлен. В исполкоме даже попросили дать им копию распоряжения. Именно в 2009. 2009, да. Исполняющий обязанности исполкома, да, написано? Но данный момент я не могу ответить то, что до этого. Мы с 3 мая как бы работаем здесь. Мы же решили выяснить судьбу еще 10 домов, что вместе с домом на Заводской в 2009-м тоже были признаны аварийными, а потом статус аварийный сняли. Наш дом, сказали, что он в аварийном состоянии, как бы должны были дать новые квартиры или на этом месте построить новый дом. Райцентр, улица Шеймарданова, дом 105. Владимир рассказывает, все деревянное, гниет, дом падает, фундамента ведь нет. Мы были с 2002 года. Кто-то там схитрили, кто-то что-то сделали. Василий показывает нам фотографии, на них все изъяны дома. Узнаем, что уже все, на наш дом денег нету, наш дом не будет строиться, наш дом уже признан как бы в хорошем состоянии. Должны были тоже в Рыбной Слободе 12 бараков. Бани нет, бани. Я вот инвалид первой группы. И наш барак, дом номер 113 по улице Шеймарданова в том числе, говорит нам Владимир. В Рыбной Слободе программа «Ветское жилье» не работает. Вернемся вновь в исполком. Интересуемся, на основании каких документов дома стали не аварийными. Исключили на основании актов обследования каждого дома. По закону или не по закону сложно дать такую оценку. Я думаю, что для того, чтобы такую оценку дать, нужно более глубже изучить эти проблемы. Посмотрим глубже. А вот один из актов обследования за 2014 год. Наш молодеющий дом в селе Шумбут. Здесь четко прописано, инструментального обследования не проводилось. Конечно, должна быть техническая экспертиза. Как может быть визуальная? Вот на сегодняшний день мы экспертизу пока не видели. То есть, может быть, она где-то есть, но пока вот ее не нашли. Пока на сегодняшний день занимаемся тем, что ищем ее. Руководство исполкома сейчас прорабатывает два варианта развития событий. Если дом будет признан аварийным, жителям предложат переехать в новый. Он будет сдан в следующем году. За старое жилье заплатят 11 тысяч за квадратный метр. Но если экспертиза покажет, что возможен капитальный ремонт, и все жители согласятся, то на помощь должен прийти инвестор. На данный момент он готов провести частичный ремонт. Но это судьба одного дома. Хватит ли возможностей для всех остальных? Сергей Темляков, Андрей Ключников. 7 дней. Продолжаем программу. На этой неделе стало известно о задержании в Набережных Челнах 18 сторонников запрещенной в России организации ИГИЛ. Спецоперацию провели ФСБ, МВД и Росгвардия. Среди задержанных молодые люди от 25 до 30 лет. И среди них не только бывшие заключенные, но и вполне преуспевающие молодые люди. Предполагается, что главарем ячейки был один из сотрудников IT-компании из Елабуги. Во время обысков у молодых людей было найдено огнестрельное оружие, а в ближайших планах поездка в Сирию на помощь воюющим братьям. Почему же молодых людей так привлекают идеи терроризма?
Этот вопрос мы задали ученым и экспертам-исламоведам. По их мнению, причины надо искать в семье, в том, как воспитываются мальчики. Обнажилась еще одна проблема, которая в последние годы довольно остро стоит в нашем обществе. Это социализация тех, кто долгое время провел за колючей проволокой. Подробнее в нашем репортаже. Одного из участников ячейки ИГИЛ, организации, запрещенной в России, задержали в Набережных Челнах 30 октября, в тот момент, когда молодой человек доставал оружие из схрона, огромного валуна на заброшенном пустыре. В этот же день сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали еще 17 человек. 6 – активные участники группы и еще 11 попавших под их влияние. В ходе обысков найдены огнестрельное оружие и экстремистская литература. Вы сказали, что вот сейчас, когда перед этим, что здесь оружие, вы знали об этом? Что здесь оружие? 1 ноября в суде Набережных Челнов решался вопрос о мере пресечения задержанных. До конца года под арестом будет находиться 30-летний Руслан Нурдинов, предполагаемый лидер террористической ячейки. Нурдинов уже был судим по экстремистской 282 статье Уголовного кодекса. Это распространение в социальных сетях картинок, призывающих к отказу детей от учебы и отправки их в Сирию. Известно, как игиловцы используют детей в Сирии. Про этого боевика можно с уверенностью сказать, что это был ребенок. По информации ряда СМИ, Нурдинов занимался вербовкой новых адептов. Вот страничка ВКонтакте елабужской компании, в которой он работал. Реклама электронного Корана с желательным перепостом новости, далее предложение о сопровождении сайтов. Но сайт самой компании не работает, адрес липовый. В Фейсбуке Нурдинов искал мусульман из других российских регионов и распространял мемы с толкованием исламских изречений. По мнению Закира Шарыпова, именно интерпретация правил, заложенных в Священном Писании и богословских источниках, одна из причин, по которым мусульмане порою встают на путь экстремизма. То мы знаем, что в наших священных писаниях про джихад говорится, это как именно борьба за то, чтобы возвысилось Слово Всевышнего. Возвысилось Слово Всевышнего. А вот именно такфиристы, джихадисты, игиловцы, они говорят о том, что вот джихад – это просто убийство неверных. Среди тех, кто встает на путь экстремизма, есть и бывшие заключенные. Оказавшись на свободе, они плохо адаптируются, не могут найти себе достойную работу. Вот и приходят к ним на помощь добрые незнакомцы. Окружая заботой, они постепенно внушают новые истины. В новых условиях ресоциализации начинать, раз нет семьи, и раз нет у меня поддержки у нашего общества, раз нет поддержки со стороны традиционной мусульманской общины, что, кстати, тоже проблема. У нас не все наши имамы сегодня готовы вообще с этим контингентом работать. Есть отдельные общины, мечеть Ярдам. 34-летний Едгор Кадиров – один из предполагаемых активных участников террористической ячейки. В Челны приехал из Таджикистана. Образования нет. В Автограде жил на съемной квартире. Неофициально работал дворником. Я никого не ненавидел. Я убить не хотел никого. И все же большинство из тех, кто попал в поле зрения силовиков, это преуспевающие молодые люди. Наши эксперты считают, что события на Ближнем Востоке привели к радикальным течениям. Сегодня мы наблюдаем не радикализацию ислама, а исламизацию радикализма. Мы наблюдаем такой тренд, когда радикальные лозунги в исламской трактовке становятся просто достаточно модными, в определенной среде, и не только в самой мусульманской. Однако мода на радикализм не освобождает от уголовной ответственности. Ильназу Мухаметову, как и 6 его товарищам, за терроризм грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Узнав в суде о строгости закона, Мухаметов тут же отказался от своих убеждений. В своих убеждениях ошибочных отказываюсь. Все то, что знал, следователю все абсолютно рассказал. Скрываться от следствия не собираюсь. Как говорит Закир Шарыпов, важную роль в противостоянии экстремизму должна играть семья. Ведь зачастую в среду экстремистов попадают те, у кого в детстве были проблемы в школе или семье. То если человек недолюблен, а вот эти деструктивные культы, они всегда играют достаточно компенсаторную функцию. Они компенсируют человеку то, чего он недополучал у себя дома. По заявлению ФСБ, группа Нурдинова готовилась к расстрелу безоружных людей. И тут вспоминается недавняя трагедия в Керчи, где недолюбленный в детстве юноша устроил бойню среди сверстников. Печальный итог – 20 погибших и десятки пострадавших. Елена Горбунчикова, Андрей Мохов, 7 дней.
Сейчас к другим темам. На этой неделе Казань снова стала центром масштабного делового форума. На этот раз говорили о кластерном подходе, инновациях, повышении производительности труда и поддержке малого бизнеса, конечно. Международная конференция «Партнерство для развития кластеров» стала местом притяжения не только республиканских руководителей министерств и ведомств, но и федеральных спикеров. Задачи, поставленные президентом Путиным, в экономике впечатляют. И где их обсудить, как не в Татарстане, регионе, всегда готовым к внедрению всего нового и передового. А что это за амбициозные цели и маяки? Довести число предприятий, занимающихся технологическими инновациями, до 50%. Сейчас их около 7%. Вклад малого предпринимательства в ВВП России к 2024 году должен вырасти до 40%, с нынешних чуть больше 20%. Пока все эти задачи, будем объективны, мало соотносятся с реальностью. Эксперты на конференции в Казани заявили, технологический прорыв могут обеспечить только мощные инновационные компании, которые должны вариться в бульоне малых предприятий. А вот с этим в стране, можно сказать, беда. И с самим бульоном тоже, то есть с инновационной средой, и с малым бизнесом. Татарстан в этом плане пока примером для страны не стал. Это при всех усилиях руководства республики, при огромных инвестициях в инфраструктуру поддержки малого предпринимательства. Более того, по данным Министерства экономики республики, наблюдается и так называемая миграция малых предприятий в соседние регионы. Почему предприниматели ищут экономическое убежище за пределами республики? И как вернуть беженцев и оживить этот сектор экономики? Давайте разбираться. Булат Баязитов – один из старожилов на рынке прохладительных напитков. Свой бизнес вместе с компаньоном начинал почти четверть века назад. Говорит, в лихие 90-е конкурировать в основном приходилось с дорогостоящими импортными напитками, а своя продукция уходила на ура. Сейчас ситуация поменялась кардинально. Местных игроков стало в разы больше, конкуренция сумасшедшая, а рентабельность упала. Поэтому, чтобы сохранить позиции на рынке, мало снижать затраты и обновлять производство, нужно всякий раз искать новую фишку. В 2015-м Булат открыл в соседнем Башкортостане практически в чистом поле еще один завод прохладительных напитков. В этом своем шаге он видит сразу несколько плюсов. Во-первых, производство появилось в экологически чистом районе Башкортостана, а значит качество воды соответствующее. Плюс предприятие подтягивается ближе к объектам новых продаж. Есть и еще один плюс, который для Баязитова стал приятным сюрпризом. В Башкортостане предприниматель получил массу преференций и льгот, о которых в родной республике даже и не мечтал. Любой организационный вопрос решается быстрее, без лишних проволочек. Если в Татарии вообще нет никаких шансов получить какой-то грант на развитие бизнеса, именно живые деньги, то вот по программе развития Северо-Востока Башкирии мы вообще без напряжения получаем эти деньги, и у нас там все новые виды оборудования закупаются и устанавливаются на предприятиях именно в Башкирии, а не здесь. Согласно данным Министерства экономики, более 1400 предпринимателей Татарстана осуществляют свою деятельность за пределами республики. Больше всего в Башкортостане, Самарской области и Удмуртии. Почему малый бизнес мигрирует в соседние регионы, обсудим с экспертами чуть позже. А пока взглянем вот на эту карту Татарстана, лидеров и аутсайдеров малого бизнеса. Обратите внимание, лидеры располагаются вблизи крупных промышленных центров и центров агломераций – Казани, Набережных Челнов и Альметьевска. Среди аутсайдеров, помимо Рыбнослободского, Сармановского, Новошишминского, Аксубаевского районов, приграничные территории – Агрызский, Бавлинский, Дрожановский, Спасский, Алькеевский, Кайбицкий районы. Но миграция наблюдается и в относительно успешном Кукмарском районе. Местные предприниматели открыли производство посуды в соседней Кировской области. Не ощущали поддержки, стороны Кукмарского района, администрации. И там просто предложили условия, там свободные площади были. Вот мы как переехали туда, сейчас самый крупный налогоплательщик, по-моему, уже. Я так знаю. Хотя опрошенные нами предприниматели, которые открыли свои предприятия в соседних регионах, не говорят напрямую о высоких тарифах в Татарстане, факты вещь упрямая. Они не в нашу пользу. Цена электроэнергии для предприятий малого бизнеса в соседнем Башкортостане ниже на 27%, в Удмуртии на 24%. У нас иногда
трудно прогнозировать рост тарифов. Чтобы на какой-то период, на реализации проекта, это 3-5 лет, все-таки тарифы, они либо были фиксированы, либо номинированы в чем-то более устойчивом, либо уже на 5 лет какой-то монотонный небольшой рост он был заложен. Получено поручение от президента этот вопрос как-то отрегулировать на промышленных парках и промышленных площадках, чтобы наши предприниматели, наши резиденты, производственники, а именно они больше потребляют электроэнергии, более энергоемкие, имели конкурентные условия с другими регионами. Даже если бы хотя бы были какие-то льготы для таких малых и средних предприятий, даже если в несколько рублей было бы, это в месяц порядка 10-15 тысяч экономия была бы. Налоги душат. Тут не сколько электроэнергии, сколько налоги, сколько НДС сейчас, которые наши думы хотят до 20% поднять. Налоги – отдельная тема. Понятное дело, мы не можем создать в Татарстане отдельную от российского законодательства райскую налоговую жизнь для предпринимателей. Только в пределах режимов особых экономических зон и территорий опережающего развития. Но что мы могли бы сделать, так это ввести налоговые каникулы для вновь создаваемых малых предприятий. Минфин республики считает это нецелесообразным. И таких регионов России, тех, кто не ввел у себя налоговые каникулы, совсем мало. Татарстан, Республика Крым и Севастополь. Любопытная ситуация и с патентами. Патентная система налогообложения – удобный способ уйти от лишней бюрократии и отчетности и одновременно поддержать мелкий бизнес. Однако стоимость патента в Татарстане одна из самых дорогих в Приволжском федеральном округе. Для примера, стоимость патента на осуществление парикмахерских и косметических услуг на 1 год в Башкортостане составляет 12 960 рублей, в Самарской области 10 380 рублей, в Удмуртии 6 144 рубля. В Татарстане такой патент будет стоить предпринимателю 26 400 рублей. Сама величина патента, она несоизмерима с потенциальными доходами, которые, скажем, обещает та или иная сфера. К сожалению, мы в ряде моментов больше не то что декларируем, много делаем, но не доводим многие вещи до конца. Нет доступных кредитов. Это одно дело. Дальше. Вся система, будем говорить так, фискальная, она настроена на то, чтобы больше выжимать. Не понимая, что прежде чем получить налог, надо создать условия для этого дела. Конечно, на любой вопрос можно посмотреть под разным углом зрения. Кто-то возразит, это не миграция бизнеса из Татарстана, а экспансия в соседние регионы. Только не будем забывать, вместе с такой экспансией уходят налоги, доходы муниципалитетов, инвестиции, наконец. Булат Баязитов не скрывает работы, у него прибавилось в связи с открытием нового производства в Башкортостане, но он не жалеет. А если бы такие же условия или даже лучше ему предложили здесь, как бы он поступил? Вопрос риторический. Если нет необоснованного притеснения, то человек вряд ли уедет. Гораздо комфортнее работать и жить там, где ты длительное время проживал. Взять и уехать в другой район – это же всегда стресс. Тимур Бекмурдин, Зарина Ахметова, Сергей Темляков, Андрей Ключников, Роман Безменов и Андрей Мохов. 7 дней. Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Свой среди чужих? Именно в Турции я себя чувствую татаркой. Как живут наши соотечественники в Турции? Какие события, явления и факты будоражили интернет на этой неделе? Настало время нашей традиционной рубрики под хэштегом 007. Я передаю слово моей коллеге Светлане Спириной. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Тимур. Приветствую и зрителей программы. Итак, время рубрики 007, а значит, пора обсудить самые заметные события из соцсетей, которые в сегодняшней подборке связаны с Татарстаном. Верховный муфти Сирии Ахмад Бадр Аль-Дин Хасун после посещения татарстанских магазинов раскритиковал идею продажи халяльных продуктов. Мусульмане говорят, что есть супермаркет, в котором продается халяльная еда. А в чем отличие? Есть еда халяль, а есть еда харам, греховная. Как будто весь российский народ ест греховную пищу, и только ты ешь халяльную. Приводит слова муфтия РИА Новости.
На своей странице в Инстаграм муфтий Татарстана Камиль Хазрат Самигуллин дал пояснение на заявление коллеги. Верховный муфтий Сирии живет в стране, где большинство населения мусульмане. В исламских государствах нет проблемы с соответствием продуктов питания стандартам халяль. Республика Татарстан традиционно многоконфессиональный регион, который входит в Российскую Федерацию. Огромной страной, объединяющей разные религиозные и национальные культуры и традиции. Большая часть населения России не мусульмане. Технические и санитарно-гигиенические нормы госстандартов производства питания не предполагают раздельного оборудования для свиней и других животных. Конец цитаты. О продвижении принципов халяльного образа жизни, кстати, на территории и Татарстана, и России, о развитии инструментов исламского банкинга рассказал Рустам Минниханов на этой неделе. Разговор с журналистами состоялся на полях глобального исламского экономического саммита в Дубае. Кстати, президент Татарстана там был удостоен специальной награды за развитие исламской экономики. И вот что сказал президент. Сегодня более 20 миллионов мусульман проживает в нашей стране, в России. И, конечно же, эти люди, они нуждаются в принципах, которые дадут возможность образования, медицины, туризма, халяльный образ жизни, халяльной парфюмерии. То есть сегодня этот рынок очень востребован и очень нужный. Восток – дело тонкое. Это и в продолжении темы, и об интересном образе Владимира Путина и Сергея Шойгу. Мем появился в Инстаграме. Жителям соцсетей предлагалось угадать, из какого он фильма. «Белое солнце пустыни» ответили почти 100% подписчиков аккаунта президента. Кстати, Владимир Путин на неделе подписал закон о штрафах до 100 тысяч рублей за нарушение при организации митингов. За это осудили на неделе казанца Дмитрия Егорова. Напомним, перед зданием Госсовета появились картонные надгробия, посвященные кончине отечественной космонавтики и других общественных институтов. Фотографии были выложены в соцсетях. Инсталляции признали протестным мероприятием, проведенным с нарушением. Суд приговорил общественного активиста к 7 суткам административного ареста. Криштиану Роналду на этой неделе стал самым популярным инстаблогером. У него более 144 миллионов подписчиков. Напомню, что 5-кратный обладатель золотого мяча был в Казани на Кубке Конфедерации. А вот граффити в честь звезды футбола до сих пор украшает столицу Татарстана. Тем временем континентальная хоккейная лига объявила о запуске официального сайта недели звезд хоккея 2019, который впервые примет Татарстан. На сайте уже можно проголосовать за игроков и определить стартовые составы. Договор о проведении недели звезд хоккея был подписан в апреле этого года в Казани. В числе претендентов на турнир были Омск, Магнитогорск и Хельсинки. Тимур, в завершении традиционный вопрос. Кого бы из звезд хоккея вы бы хотели увидеть в Казани на неделе звезд хоккея? И не пора ли появиться граффити хоккеистов, так же, как и футболистов? Светлана, из наших татарстанских звезд я очень хотел бы увидеть Даниса Зарипова и нашего супер-вратаря Эмиля Гарипова. На матчах или в качестве На матчах, граффити? а на граффити, мне кажется, достоин Данис Зарипов все-таки. Ну, надеюсь, что будут услышаны ваши пожелания. У меня же на этом все. Передаю слово вам. Спасибо, Светлана. А сейчас обзор недели в цифрах и фактах. На этой неделе Рустам Минниханов провел более 2 десятков встреч. Большинство проходили за пределами Татарстана. В начале недели Рустам Минниханов побывал в Дубае. Встретился с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов, наследным принцем Эмират Дубай и президентом Исламского банка развития. В пятницу Рустам Минниханов встретился с президентом Республики Молдова Игорем Додоном и посетил знаменитые Криковские подвалы. В Казани в воскресенье Рустам Минниханов принял участие в праздновании Дня народного единства. На улице Чистопольской рядом с церковью в честь священномученика Кирилла Казанского президент открыл памятник святым благоверным князю Петру и княгине Февронье. Премьер-министр Татарстана на этой неделе с рабочим визитом был в Москве. Он принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел Виталий Мутко. На неделе сам Алексей Песошин в Татарстане провел более десятка совещаний и встреч. Среди них совещания по вопросам реализации национальных проектов. Глава Госсовета Татарстана на этой неделе в объектив нашей камеры попал на праздничных мероприятиях. День Единой России прошел в Алексеевском районе. Фарид Мухаммедшин открыл сельский дом культуры, спортивный комплекс, а также вручил паспорта юным гражданам. В субботу глава Госсовета в Альметьевске на праздновании 65-летия города. Фарид Мухаммедшин на неделе провел совещание с членами Совета Федерации и депутатами Государственной Думы от Татарстана. Обсуждались вопросы привлечения средств федерального бюджета в экономику республики и участия Татарстана в федеральных целевых программах.
На этой неделе государственный советник Татарстана Ментимер Шаймиев в Казанском Кремле встречался с чрезвычайным и полномочным послом Японии в России и его супругой. Они прибыли в Казань для участия в церемонии открытия Дней культуры Японии в Татарстане. Всемирный конгресс российских соотечественников, живущих за рубежом, прошел на этой неделе в Москве. Президент России сообщил, что в последние месяцы растет число желающих вернуться на родину. За время действия программы по переселению соотечественников в 66 регионов России переехали около 800 тысяч человек. Владимир Путин утвердил и новую концепцию государственной миграционной политики до 2025 года. Она предписывает открыть Россию для всех, кто хочет здесь жить и работать, упростить правила въезда, включая выдачу виз, а также процедуру предоставления российского гражданства. Конгресс проходит 6-й раз и в этом году собрал более 400 делегатов из 98 стран. От имени руководства Татарстана участников Конгресса поприветствовал председатель Государственного совета Фарид Мухаммедшин. Скажу о Сабантуе. Мы ищем разные формы сотрудничества. Слышали, что такое Сабантуй? Вот я вам скажу, что в 2018 году Сабантуй с размахом прошел в 57 субъектах Российской Федерации и в 28 государствах мира. Эту старинную форму Сабантуя, национальных праздников, он стал многонациональным праздником, мы используем для того, чтобы встречаться со своими соотечественниками в разных странах. А что еще объединяет наших соотечественников и что помогает им жить в другой стране? Наш корреспондент Эльзира Юзаева нашла ответ на этот вопрос в Турции. Сейчас она на прямой связи с нами. Эльзира, здравствуйте. Как вас встретил Стамбул и как живут там наши соотечественники? Мераба, Казан! Стамбул нас встретил очень тепло, как вы видите, во всех смыслах этого слова. Город невероятной красоты, невероятной архитектуры и истории. Наверное, поэтому он так любим всеми теми, кто приезжает сюда. Известно, что значительная часть татарской интеллигенции эмигрировала в Стамбул и в Турцию после революции. Это такие знаменитые имена, как Юсуф Акчура, Заки Валиди, Садри Максуди, Гаяз Исхаки. И сегодня татарам, живущим, к примеру, в Стамбуле, очень тепло и уютно. Это даже мы прочувствовали на себе. Нас все спрашивали: кимсенсис, узбек мисис, казах мисис. Я говорила: бен татарман, сен татарсен, сен bizim кардашемис, что на всех тюркских языках означает одно и то же: ты для нас родной человек. О том, что значит быть татарином в Стамбуле, посмотрите наш небольшой репортаж. Стамбул – это действительно столица мира, удивительный и неповторимый, величественный и многогранный, единственный мегаполис в мире, расположенный и в Европе, и в Азии одновременно. У современных турок право, как и у их предков, особое отношение к своей истории. В Стамбуле есть несколько знаковых мест, которые имеют для самих турок большое значение. У сохранившихся до наших дней крепостных стен Константинополя именно там, где произошло Великое последнее сражение, которое привело к захвату столицы Византийской империи османским войском, расположился музейный комплекс. Именно на том месте, где стояли шатры молодого султана-завоевателя Мехмеда Фатиха II, в 2009 году открыли этнографический музей всех тюркских народов. Этот факт уже говорит о том, какое значение придают турки своим братским народам, таким близким по языку, духу, религии и культуре. Для каждой диаспоры, будь то она узбекская, туркменская, казахская или татарская, построили своеобразный дом, кусочек родины для тех, кого когда-то приютила эта земля. Мы здесь собрали сведения о таких знаменитых личностях для тюркского мира, как Габдулла Тукай, Заки Валиди, Чингис Айтматов. Также проводим национальные праздники тюркских народов – Навруз и Сабантуй. Практически все музейные экспонаты в татарском доме – это вещи из частных коллекций. Вот эти татарские очаги XIX века принадлежали семье Гультен-Ураллы. Она родилась и выросла в Стамбуле, но ее отец, татарин, выходец из Башкирии, Махмуд Ага Ураллы, был личностью очень известной и уважаемой в Турции. Татарский язык Гультен-ханым выучила самостоятельно, по старинным и мелодичным песням своего народа. Признается, что каждый раз, приезжая в Казань, она чувствует не только радость от встречи со своей исторической родиной. Ее сердце наполняется грустью от того, что она так мало слышит в Казани родную речь.
Tatar tili bizning umumiy tariximizning tili, g'olim tili. Это студенты университета Мармара, которые относятся к числу наиболее авторитетных и востребованных высших учебных заведений не только современной Турции. Самый многоязычный университет страны, где обучаются 80 тысяч студентов из 80 стран мира. В институте тюркологии с первого курса студенты, будущие филологи, вначале начинают изучать старотурецкий или османский язык. Вторым обязательным языком для изучения становится именно татарский, как самый совершенный среди тюркских языков, знание которого позволяет общаться практически со всеми представителями тюркского мира. В европейском востоковедении изучение татарского именно языка – это уже традиции, которые больше 100 лет. Татары в Российской империи, они уже очень давно присутствовали как элемент, как посредник между славянским миром, да, культурой России, именно русских, и между народами Востока. И татарский всегда был языком межнационального общения. Современная европейская тюркология здесь одно из самых популярных направлений гуманитарной науки. Для самих турок знание тюркских языков – это, несомненно, предмет гордости. Потому они придают такое значение для их развития, а не для сохранения, как мы привыкли слышать, у себя на родине. У турков, во-первых, очень сильно развито тюркское самосознание. Осознание себя именно частью огромного тюркского мира, да. У нас, у татар, мы это знаем, но у нас на уровне самосознания, может, это еще не очень сильно развито. Biz biriz, biz aynıyız, bizim kültürlerimiz aynı. Мы на самом деле едины, у нас много общего, у нас похожая культура, мы думаем одинаково. Мы все выходцы из Средней Азии. Наши отцы и прадеды здесь обосновались. У нас общий отчий дом. С директором стамбульского филиала Анадолу Аджанс, крупнейшего и старейшего информационного агентства Турции, которое можно было бы сравнить, к примеру, с российским аналогом ИТАРТАСС, мы общались без переводчика. Татарский и турецкий языки действительно схожи и по звучанию, и по грамматическому строю. Много общих слов и понятий, но общение возможно только при условии знания хотя бы одного из языков. Хусаин Алтыналан, узнав, что в Стамбуле работает съемочная группа из Казани, сам пригласил нас на эту встречу. Он признался, что его бабушка была татаркой, у него также есть татарские корни. Хусайн Бей в этом году побывал в Казани, остался в полном восторге от города и его жителей. И эта встреча стала своеобразным ответным жестом вежливости и почтения, что, к слову, так характерно и для татар, и для турок. Хусайн Бей, teşekkür ederim, rahmet. Rahmet, ben teşekkür ederim. Çok rahmet. Çok sağ olun. Когда я приехала, первое время очень много знакомилась с разными людьми из разных бывших советских республик, со всей России. И видела, какая большая разница между татарином в Стамбуле и другими русскоязычными. Татарин, ему здесь все близко. Известная художница Айгуль Акатан 10 лет тому назад приехала в Стамбул. Признается, что влюбилась в этот город с первого взгляда, раз и навсегда. И не только за красоту и величие, и не только за богатую историю и культуру, а за уважение и признание ее значимой частью огромного тюркского мира. Ты турчанка больше, чем мы от турков. Я слышу такую фразу. Они произносят это потому, что я действительно полюбила и турецкую культуру, и историю. Я очень люблю историю, много читаю. Но именно в Турции я себя чувствую татаркой. Больше, чем в Татарстане. Эльзира Юзаева, Ренат Юзаев, Андрей Кузьмин и Константин Илларионов. 7 дней. Общественное пространство. Эта тема все чаще и чаще звучит в нашей программе. И тема эта должна быть интересна не только архитекторам, строителям, жилищникам и муниципальным служащим. Она должна быть интересна всем нам, любому жителю, поскольку мы отражение той территории, на которой мы живем. Увы, состояние наших дворов пока, мягко говоря, далеко от идеала. Лучше всего об этом сказал Мишель Уэльбек, известный французский писатель. В квартале, где мы работаем, снесены все старые здания, и окружающий пейзаж напоминает поверхность Луны. Когда выходишь из автобуса, можно подумать, что здесь была Третья мировая война.
Но нет, это напротив, торжество урбанизма. Наши окна выходят на громадный необозримый пустырь, покрытый грязью, ощетинившийся заборами, каркасы нескольких жилых домов, неподвижные экраны, холод и покой. Знакомо? Выходя из вашего подъезда, вы видите, конечно, примерно ту же картину. Но проходят годы, пейзаж за окном не меняется, но что-то меняется внутри нас самих. И вот уже жители одного из домов по улице Гагарина в Казани решают организовать первый в городе тематический дворик. Обитатели другого, недавно благоустроенного двора на улице Лукина как никогда заинтересованы в том, чтобы в соседние дворики также избавились от своей безработицы. Об идеях, которые витают в воздухе, Михаил Любимов. Мы находимся в мире, в котором все больше и больше информации и все меньше и меньше смысла. А народ оказался публикой. Если ему и преподносят смысл, он все равно жаждет зрелищ. Жан Бодрияр, французский социолог. То, что видят в эти дни из своих окон жители сразу нескольких домов на улицах Гагарина и Восход, мало похоже на зрелище. И вряд ли они как-то ассоциируют то, что видят, и с Гагарином, и уж тем паче с каким-то восходом. Кому-то поначалу вообще показалось, что это закат, когда на месте заросшей за 6 десятилетий мхом и кустарником, и при этом совершенно умственно пустой территории затевается некое бритье, и двор начинает открывать небу то, что мы называем в человеке чертами лица, тогда жители по опыту начинают прозревать, что все это неспроста. А если неспроста, значит построить что-то этажей так в 10 и прощай двор. Но возможность еще не означает намерение. У директора крупной строительной компании Андрея Белякова, который и затеял на свои средства всю эту новую жизнь во дворе, теоретически, может, и была такая возможность заняться тут некой коммерцией, но намерения такого не было никогда. И, наверное, может быть, время пришло собирать камни или отдавать долги своему двору, в знак благодарности. Я вырос в этом дворе. А если рассматривать как инвестиции, не все соизмеряется деньгами, но остались, скажем, моего люди поколения, которые меня помнят по детству. То есть мне было легко найти диалог и пояснить, что здесь никто никакой не ищет ни выгоду, ни коммерции, здесь будет именно просто двор, в знак благодарности. Вот и все. Да, просто двор. Да не просто двор, двор с историей. Дома тут сталинские, 50-х годов. Квартиры в таких домах давали людям особенным. И люди эти были так или иначе связаны с авиацией. Здесь жили инженеры, руководители авиационного завода, легендарные летчики-испытатели. Анатолий Исаев, Анвар Каримов, Борис Машковцев, Василий Демидов. Это лишь несколько имен. Здесь же, в этом дворе, в доме номер 105 по улице Гагарина, последний год своей жизни прожил и сын вождя Василий Сталин, тоже летчик. И помнит его хорошо. Еще есть кому помнить. Что-то, да, ладно. Что, в гостях у Сталина тоже? А как же, приходили. У нас телевизор на один подъезд 2 было. Вот у дяди Васи, сын Сталина, и дяди Миш на 2-м этаже. По очереди. Вот нас человек 10, ребятня. Сначала, к кому сегодня пойдем? Дяде Васе. Идем к дяде Васе. Ну вы же знали, кто это, правильно? Поначалу не знали, а потом узнали. Когда детьми были, пока не понимали? Нету, сын да. вождя народа. Да, вот нету. Нормально, дядя Вася, и все прекрасно. Я выбираю небо. Такое название выбрано для еще создаваемой в немалых муках концепции этого двора. Вскоре здесь появится и история, и мемориальные таблички, и все, что так или иначе связано с авиацией и вообще с полетом. Не стоит думать, что сюда, как это водится, просто приволокут какой-нибудь полуживой кукурузник и тем ограничится. Скорее, это будет полет фантазии. То, что уже рисует в своем воображении один из авторов проекта, студентка архитектурной академии Юля Голубева. Нужно создать атмосферу полета, но не такими для всех понимаемыми чертами.
и формами. Это должно быть как-то более абстрактно, более... Но чтобы все-таки это читалось каждым человеком. Это должна быть неоднозначно понимаемая концепция, которая связана просто, например, с крыльями, или с фюзеляжем самолета, или с кабиной. Мы считаем, что это должно быть у человека, который находится на данной площадке, у самого возникало ощущение полета, как будто он летит. Ну а все-таки как все это может выглядеть, спросите вы? Ну что ж, давайте посмотрим вот на этот совершенно новый двор на улице Лукина в Казани. Летом, говорят, люди стоят в очереди в этот двор. Здесь есть все и для каждого. Даже скамейки во дворе размера, так сказать, king size. Они пошире, они повыше, специально для бабушек. Отличие лишь в том, что здесь нет никакой особой тематики. Но и вот эта обычная рукотворная красота тоже сближает людей. Этого и добиваетесь? Это мы добиваемся, чтобы соседи были соседями, а не чужаками. Люди стали сообществом настолько тесным, что некоторые уже и не рады тому. Двор, по сути, превратился в микрорайонный детский парк. И стало даже слишком весело. Летом особенно покой-то потеряли. Вот. И вместо того, чтобы наш двор стал местом нашего отдыха, тут получилась проблемка. Людей понять можно, но это лишь болезни роста. Ведь в том-то все и дело, что это пример. Вот эта машина, по-моему, намного больше звучит и громче. Абсолютно, чем детский смех и их количество. У нас прекратится вот эта тенденция нежелания видеть чужих, в кавычках, чужих гостей в своем дворе, тогда, когда у нас каждый двор появится, станет вот таким интересным, уникальным или не уникальным, но любимым. Простая и важнейшая мысль. И люди сегодня, находящиеся за многие километры друг от друга в этих каменных городских джунглях, начинают смотреть в одну сторону. И каждый, кто нынче занят своей территорией, понимает, что занят и общим делом. Это очень хорошее подспорье, когда есть тема для благоустройства. Это легенда нашего двора. Я думаю, что это, может быть, даже перерастет в некоторую городскую программу. Легенда моего двора. Да. Потому что и в Петербурге, в Москве есть такие программы. В Казани, по крайней мере, я еще пока не слышала. Вообще, это нас очень-очень сплотило. У нас уже образовалось 3 группы в WhatsApp, да. Мы общаемся, 3 группы, да. То есть, если раньше мы, знали друг друга в лицо, кто-то с кем-то общался, сейчас у нас уже такой коллектив сплоченный. Людям нравятся мифы, людям нравятся идеи. И человеком человека сделал все же не труд, а сотрудничество. Сотрудничество дает нам смыслы. Те самые смыслы, что делают мир вокруг нас чуточку лучше, приподнимают нас надо всем и дарят это ощущение полета. И вот тогда лишь мы начинаем ясно, отчетливо видеть. Что они видят сейчас, люди из этих домов, прильнувшие к окнам? Что видели вы сегодня, раз за разом пролетая над этим двором? Видели ли вы? Михаил Любимов, Роман Безменов и Андрей Ключников. 7 дней. Ну и в завершении программы, по данным ВЦИОМ, россияне считают, что нас в первую очередь объединяют война и мир, Обломов, ирония судьбы, гимн России, Оливье и победа в Великой Отечественной войне. Хочется, чтобы таких объединяющих факторов было еще больше. С праздником всех. До свидания. Здравствуйте! Поговорим о погоде на ближайшие 7 дней в студии Лейла Латыпова. На юго-востоке республики всю неделю будет наблюдаться снег. С понедельника по четверг температуры плюсовые, около 3 градусов, а выходные подморозят до -4.
На северо-востоке республики в основном будет облачно, временами мокрый снег. В начале недели температуры плюсовые, а к концу недели похолодает до 3 градусов. В центральных районах будет облачно. В основном температуры плюсовые, около 3 градусов. И, конечно же, без осадков не обойдется. На юго-западе Татарстана пройдут дожди, местами мокрый снег, но довольно тепло, от 3 до 6 градусов выше нуля. На северо-западе республики и в Казани в будние дни температуры плюсовые, а к выходным до -2. Будет облачная погода, что привычно для этого времени года. И пусть ноябрь, и пусть холод и дождь, главное, чтобы в душе было тепло. До свидания.